Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о точке в деле об убийстве бизнесмена в лифте дома на улице Минская. Как можно случайно зарядить сайгу, случайно с собой ее взять без чехла и случайно попасть метко в голову? Суд вынес приговор обвиняемому Марату Низамову. Покажем сверток, который выкинули двое парней на улице Журналистов при попытке досмотра полицейскими. Да, вот видите, шли в отдел хотят за пьянку. А также история одной аварии. Камера говорит, подними, говорит, столько-то минут назад там. И там ему четко ответили, что я поехал на зеленый свет. Девушка-водитель Kia пострадала при столкновении с Ладой Гранта. Это и не только. Прямо сейчас. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор 36-летнему Марату Низамову, признав его виновным в мошенничестве и убийстве бизнесмена в лифте дома на улице Минская. Напомним, в сентябре минувшего года на лестничной клетке между 14 и 15 этажами нашли окровавленное тело 51-летнего Рафаэля Дускаева. Вскоре задержали и подозреваемого, сына его бизнес-партнера. А скоро стало известно, что в день убийства подсудимый планировал купить у жертвы 2 земельных участка и после регпалаты поехали к продавцу домой, чтобы пересчитать деньги. Но вместо них у покупателя были билеты банка приколов, о чем покупатель узнал именно в лифте. Из него он уже не вышел. Ружье находилось на предохранителе. Даже и цели не было, чтобы его что-то нанести столь тяжкого. В своем последнем слове Марат Низамов рассказал, что выстрел произошел из-за того, что Рафаэль Дускаев набросился на него, увидев вместо денег билеты банка приколов. В этот день они ехали из регпалаты домой для оплаты по сделке продажи убитым 2 земельных участков. Сумма сделки 6 миллионов рублей. Но, как выяснилось, платить подсудимый не хотел. Потерпевший ему полностью доверял. Вошел в лифт, когда у покупателя было ружье в руках. Пуля попала в голову. В случайность дочь убитого не верит. Знает подсудимого всю свою жизнь. Как можно случайно зарядить сайгу, случайно с собой ее взять без чехла и случайно попасть метко в голову? Вы уже сами принимаете решение. Очень много случайностей в одной ситуации. Из лифта Марат Низамов вышел один. Тело убитого мужчины позже нашли между верхними этажами. Обвинение уверено, убил специально, чтобы скрыть мошенничество при покупке земли. Когда оставляет труп на лестничной площадке, он забирает паспорт потерпевшего Дускаева, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости. И на своей автомашине с этим же ружьем он едет к своему другу, где он моется, переодевается в его одежду, стирает у него, получается, свою одежду. И свою автомашину, получается, ставит в гараж к другу. И при этом, значит, позвонил уже своим родителям, попросил их забрать с Садаратского. Задержали автомобиль на проспекте Победы. Он двигался в сторону выезда из города. В багажнике то самое ружье. По версии самого подсудимого, он хотел отомстить за отца. Они с Рафаэлем Дускаевым были деловыми партнерами, но пути разошлись около 10 лет назад. Винил подсудимый в этом именно убитого и таким образом хотел отомстить. Обвинение просило для него 15,5 лет лишения свободы. Суд приговорил к 15. Он также должен выплатить дочери погибшего 1,5 миллиона рублей. 500 тысяч выплатил в ходе следствия. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». В Мамадыше уставший от рыбалки мужчина уснул прямо на тонком льду реки Вятка. Очевидцы сообщили о человеке, лежащем без движения спасателям. Сами подойти к нему не могли. Вокруг были полыньи и промоины. Помогло судно на воздушной подушке. Мирно спящего рыбака разбудили и доставили на берег безопасным способом. 2 молодых людей 20 и 23 лет с подозрительным свертком задержали полицейские на улице Журналистов. Они шли пешком, причем жилых домов в этом месте нет. Вокруг только оптовые базы и магазины, которые к тому моменту были закрыты уже несколько часов. При виде автоинспекторов занервничали, а при попытке проверить пешеходов пустились на утек. При этом один из них выбросил сверток, обмотанный черной изолентой. Ну да, вот именно тоже. Да, вот увидел, как мой подкинул, не знаю. За то время, пока на место задержания ехали эксперты, присесть при виде камеры для молодых людей стало обычным делом. Такой физкультурой занимались синхронно, не сговариваясь. Внимания к себе они тщательно избегали. Говорить, что в свертке не хотели. Уверяли, что вообще не имеют к этому отношения. А в наручниках оказались за то, что просто шли слегка нетрезвые. Да, вот видите, им шли в отдел хотят за пьянку.
Автоинспекторы поздним вечером заметили двух молодых людей, идущих по пустынной улице Журналистов в том месте, где нет жилых домов, только оптовые базы и магазины. При виде стражи порядка пешеходы занервничали и пустились на утек. А при попытке проверки один из них выбросил сверток, обмотанный черной изолентой. Как это не знаете? Вот так, не знаю. Если они действительно брали этот сверток в руки, то доказать это будет несложно. У них взяли смывы с рук, вероятно, остались и отпечатки пальцев на самой изоленте. Вам автограф дальше, что ли, нет? Автограф? Да, я хорошо расписываюсь. Расписываться задержанным придется в протоколе. В отдел полиции их доставили после анализа в наркодиспансере. Ответственность, которую могут понести молодые люди, если будет установлена их причастность к данному свертку, будет зависеть от его содержимого и массы вещества. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, вызов 112. 32-летняя девушка, водитель автомобиля Kia, пострадала в результате столкновения с Ладой Гранта на перекрестке улиц Осиновская и Залесная. Скорую помощь она вызвала после того, как потеряла сознание через несколько часов после самой аварии, когда оба участника уже находились в центре оформления ДТП и ждали своей очереди. Поэтому обоим водителям пришлось вновь вернуться на место столкновения. ДТП с пострадавшими могут оформлять только автоинспекторы там, где и произошла авария. Никто из водителей своей вины в происшествии не признал. Че, как у вас здоровье? Было лучше. Бывало и лучше. Водитель «Лады» в серьезность травм, полученных девушкой, водителем Kia, не верит. Так же, как и в потерю ею сознания. К этому времени они уже добрались до центра оформления ДТП и ждали своей очереди. Человек, когда сознание теряет, бледнеет. Это как минимум. Разговаривали, все хорошо, приехали в ГАИ, там разговаривали, все хорошо, а потом вдруг девушка стала терять сознание. Там на шатырке туда-сюда вызвали скорую, вот, съездили в больницу. А через сколько примерно ей плохо стало? Примерно часа через 3. После осмотра в больнице девушку отпустили. Она также вернулась на место аварии. Ее автомобиль был на ходу, в отличие от «Лады». В отечественной легковушке пробит радиатор, и ее пришлось везти на эвакуаторе сначала с места аварии в центр оформления ДТП, потом обратно. 2500 туда, 2500 сюда. Сейчас 2500 обойдется до человечка. Вину в аварии никто не признал. Сошлись водители только в том, что «Лада» двигалась по улице Залесная в сторону выезда из Казани. Kia по Осиновской со стороны Юдина. Они сошлись в центре перекрестка. Удар пришелся в правый бок иномарки. После чего Kia левой стороной снесла столб с дорожным знаком и только после этого остановилась. Я завершала. Давайте чуть попозже поговорите с ней, она только из больницы, ладно? Получилось так, что вправо. Судя по повреждениям, второй водитель ехал очень быстро и слишком рано. На это у водителя «Лады» есть свои аргументы. Во-первых, камеры наблюдения, записи должны все расставить по своим местам. Автоинспекторы якобы их уже посмотрели. Во-вторых, возможности отечественного автомобиля. Говорит, он стоял на светофоре, тронулся только после того, как ему загорелся зеленый. Камера говорит, подними, говорит, столько-то минут назад там. И то там ему четко ответили, что я поехал на зеленый свет. А эта машина, которая Гранта, она не скоростная, она 8-клапанная, она ловит пробуксовочка. Мне 50 лет, я давно не гоняю. Я тихонечко включил первую скорость, поехал. Передо мной вдруг машина, я по тормозам. У меня и тормозной след-то был короткий, там буквально я чуть-чуть ее, получается, ударил. А у нее скорость была, видимо, она проскакивала на красный. И все, он ударил. Говорит, светофор в этом месте работает так, что даже теоретически по обоим дорогам на желтый, а тем более зеленый, проехать невозможно. Смену сигналов на них разделяет несколько секунд. Вот зеленый, все едут. Он вот моргает. Типа она там проехала, желтый. А здесь еще красный. А тут уже давно красный. И только зеленый загорелся. У меня вот моргающий желтый был первые слова, а потом она сказала, что зеленый. Я такой подумал, а если я поехал на зеленый, тронулся на старенькой машинке, которая, это же я вот до отсюда, вот, это же расстояние же. Даже разогнаться не успел. Автоинспекторы предварительно установили, что автоледи действительно выехала на перекресток на красный сигнал светофора. Если вина водителя «Лады», что не уступил ей дорогу и не дал закончить маневр, будут выяснять на детальном разборе аварии в автоинспекции. Алия Хайрудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.